Вот что вам нужно сделать. Сначала вы должны побрить голову, вы должны одеться во все черное, вы должны надеть белое одеяние, есть только кошерную пищу. Вы должны стать вегетарианцем, вы должны повернуться лицом к Иерусалиму. Молясь, вы должны смотреть в сторону Индии. Вы молитесь только на иврите и отращиваете красивую густую бороду. И если вы будете соблюдать все эти внешние культурные правила, то откроете для себя Бога Вселенной. Я думал, это безумие, что кто-то думает, что может навязать Богу свою культуру, и что на Бога произойдет впечатление то, что вы носите, в какую сторону смотрите, когда молитесь, что едите и все такое прочее. Мне казалось, что если где-то есть Бог, которого можно познать, то его можно узнать независимо от того, где я нахожусь, независимо от того, как я одет, потому что Он — Бог. В детстве мы всегда понимали, что у нас есть наша Библия, а у язычников их Библия, Новый Завет. И что это две совершенно разные книги. Потому что единственными людьми, которые, как я знал, верили в Иисуса, были все ученики нашей государственной школы, которые были итальянскими католиками. Я представлял себе, что Иисус был итальянцем, и поэтому осознание того, что Он на самом деле еврей, стало для меня шоком. А потом, услышав, что Новый Завет был написан евреями, я не мог в это поверить. Я ожидал, что Новый Завет будет таким, как рассказывали мне мои бабушка и дедушка. И это будет книга о том, как преследовать евреев. И это то, от чего нам следует держаться подальше. Конечно, когда вам говорят, что от чего-то следует держаться подальше, любопытство берет верх. И вы должны это увидеть. Когда я открыл Новый Завет, я ожидал найти руководство о том, как преследовать евреев. Мои бабушка и дедушка предупреждали меня, что это было написано людьми, которые убивали евреев. Это то, что я ожидал увидеть. И все же, когда я открыл ее, я прочитал историю, написанную евреями о еврейском народе. Новый Завет был увлекательной книгой. И вот, когда я открыл эту книгу в библиотеке, я как бы огляделся по сторонам, убедился, что никто из моих друзей не видел, как я беру с полки христианскую Библию. И открыл ее. И вот первое предложение. Здесь говорится, что это генеалогия Иисуса, Мессии, сына Давидова, сына Авраама. И так упоминаются 3 человека, и все они евреи. Я был очень шокирован. И продолжая читать, я наткнулся на историю еврея, который родился в еврейской деревне, в еврейской стране. И однажды он пришел в синагогу и объявил, что он Мессия. Чем больше я вчитывался в слова Иисуса, тем больше он меня привлекал. Это было так же прекрасно, как и все, что я когда-либо читал в любой другой части Библии. Когда я пришел к вере в то, что Иешуа и Иисус был Мессией, стало ясно, что это было самое лучшее, что я мог сделать по-еврейски. Это не тот человек, который предает наш народ. Это был тот, кто был обещан в нашей Библии. В 53 главе книги пророка Исаии. Удивительно, если бы вы просто прочитали эту главу, даже не читая всей Библии, вы бы сказали: «О, это какая-то христианская Библия, это Иисус». Однако, когда вы осознаете, что это находится в середине нашей Библии, нашей еврейской Библии, когда я впервые пришел к вере, я не осмелился рассказать об этом своему отцу, потому что это был период 70-х годов, когда было много гуру и культов. И он был очень обеспокоен тем, что я могу попасть в какую-нибудь сумасшедшую секту и уйти неизвестно куда. Поэтому я выжидал несколько месяцев. И когда я наконец сказал ему об этом, он отнесся к этому очень скептически. И тогда он сам начал читать об Иисусе. Примерно через 1,5 года я сказал ему, что парень, написавший одну из книг, которые он читал, читает лекцию в Нью-Йорке. И он согласился приехать, чтобы послушать этого человека. И одним из самых удивительных моментов в моей жизни был тот, когда выступающий сказал: «Не могли бы вы все присутствующие здесь евреи, верующие в Иисуса, поднять свою руку?» И я поднял руку. Мой отец тоже поднял руку. Я оглянулся и сказал: «Пап». Он не сказал: «Поднимите руки все евреи». Он сказал: «Поднимите руки все евреи, верующие в Иисуса». И мой отец повернулся и сказал: «Да, я слышал, что он сказал». Решение уверовать в Иисуса как Мессию не было чем-то сиюминутным. Это не было чем-то мимолетным.
И я видел изменения в себе, которые, как я знал, происходили не от меня. Я как бы прикоснулся к истине для нашего еврейского народа, которая была очень мощной.